Ахалтекинские кони. Вы легенда не только туркменского народа, но и всего мира. Кто вы? И откуда тянется ваша родословная? И почему весь мир восхищается вами? Автор сценария Чарыш Ширлиев. Режиссер Мурат Аразов, Чарыш Ширлиев. Судьба ахалтекинца. В мире известно более 250 пород лошадей. Из них только 3 считаются чистокровными – ахалтекинская, арабская, английская. Почему именно на долю древнейшего ахалтекинца выпала самая яркая и трагическая судьба? Десятками высших наград были удостоены на чемпионатах мира, олимпиадах и выставках эти всемирно известные кони. Всех поименно и не перечислишь. Один из них – Абсент. После триумфа на Олимпийских играх в Риме он был назван лошадью века. Кто стоял у истоков создания ахалтекинской породы, разведением которой занимаются в США, Франции, России, Германии, Австрии и в многих других странах? С каких времен пришли к нам первые воспоминания об ахалтекинцах? Современники великого Александра Македонского и греческие писатели, жившие позже, Геродот и Плутарх, писавшие о походах персидских царей Дария и Ксеркса, не раз упоминали об этих конях, ценившихся очень высоко и считавшимися лучшими. Благодаря этим коням выигрывались войны. Эти благородные животные были надежными спутниками и помощниками людей, живших на земле предков туркмен. Кони Нисей превосходят всех своей красотой. Эти кони, достойные могущественных царей, высоко несут свою гордую, горбоносую голову и со славой реют в воздухе золотые их гривы. Так писал достоинство ахалтекинцев, живший во II веке нашей эры греческий писатель Апиан. И есть основания утверждать, что именно ахалтекинская порода являлась основой всемирной культуры коневодства. Это последняя капля той драгоценной крови, при помощи которой было создано все культурное коневодство мира, писал академик Витт. Экстерьер ахалтекинца оттачивался веками. Особую красоту коням придает благородная форма головы и лебединая шея с исключительно высоким изящным изгибом. Гибкость передних ног и шеи достигались за счет вырытых ямок, куда клали корм лошадям. Они вынуждены были гнуть шею и изгибать передние ноги. Лошадь была предана своему хозяину и считалась членом семьи. Не случайно в народе бытует поговорка: «С утра поведай отца, а потом коня». Туркмены питают к лошадям не только нежность, но и страсть, и обращаться с ними дурно почитают грехом.
После смерти коней хоронили как людей. Местность в пригорье Капитдага находилась на перекрестке торговых и караванных путей. И весть о конях необычайной красоты широко разносилась по всему миру. Их скупали, крали, уводили как военную добычу. Древняя Ниса. Захоронения, в которые найдены скелеты лошадей, идентичны ахалтекинской породе. И изображения коней в археологических раскопках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры, обнаружены не только на территории Нисы, но и в Алтын-Депе в Туркменистане. Ахалтекинцы были свидетелями расцвета и заката древней цивилизации Парфии и Мервы. Они вместе с народом, жившим на этих землях, попали в водоворот тех жестоких исторических событий. IV век до нашей эры. Александр Македонский со своими войсками пришел с войной в Туркменистан, на родину своего любимого ахалтекинского коня Буцефала, приведенного с берегов Каспийского моря. Здесь Александр Македонский приобрел быстрейших и самых выносливых ахалтекинских лошадей в мире, которым был обязан своими военными успехами. Ахалтекинец Буцефал погиб в одном из боев в Индии. В честь своего любимца Александр Македонский воздвиг памятник туркменскому коню и построил город, назвав его Буцефал. В VII веке нашей эры, после падения Ближнего и Среднего Востока, на Западный Туркменистан вторглись арабы. Они встретили ожесточенное сопротивление и были удивлены боевыми качествами ахалтекинского коня, его красотой и величием. И по законам войны ахалтекинцы стали их добычей. Много коней было уведено в Сирию, и кто знает, может, эти кони и послужили теми каплями, которые украсили и улучшили породу арабских скакунов. XIII век. Нашествие орд великого монгола Чингисхана. И опять на многострадальной земле наших предков проливается кровь. Полностью разрушены Ниса и Мер. Люди спасались вместе с конями, уходили из открытых мест в пески, и здесь кони делят все тяготы и страдания людей.
помогают им выжить в самый трагический момент. Как в древние, так и во все времена ахалтекинец был вожделенной добычей, трофеем. Интервенция, гражданская война. Порода могла исчезнуть с земли своей родины. Ахалтекинцы вывозятся в Россию, Англию, Афганистан, Индию. Ахалтекинская лошадь и тут сыграла большую роль в улучшении культурных верховых пород коней этих стран. Защищая свои жилища и семьи от набегов, участвуя в войнах, туркмены никогда не расставались со своим конем. И если конь возвращался один, то ясна была участь его хозяина. Трагичным для ахалтекинца был 1924 год. Туркменистан, расположенный на стыке цивилизаций, не мог остаться в стороне от исторических событий, наметившие грандиозные переустройства мира. Появились границы. Туркменистан обрел государственность и вошел в общую семью народов СССР. Отмена частной собственности парадоксально сказалась на хозяйстве народа, на его бытии и культуре. Было запрещено иметь коней в подворье. Лошади становились колхозной собственностью. Необходимо было добровольно сдавать их государству, коней, которые почитались в туркменской семье как друзья, родные по крови и по духу. Лошади и в самом деле существа удивительно ценились сыновьями пустыни, дороже собственной жизни. Какая нелепая была ошибка совершена руководством того времени занести уникального ахалтекинца в общий список домашних животных для содержания в колхозах. Тревога
Тревога за судьбу знаменитого на весь мир ахалтекинца послужила точком для совершения 30 джигитами беспримерного конного пробега Ашабад-Москва в 1935 году. Конный пробег подтвердил выдающиеся качества ахалтекинца, его необычайную выносливость при переходе через горы по пескам, степям. Кони преодолели 4300 километров за 84 дня, обходясь малым количеством пищи и воды. Причем большая часть пути шла через крупнейшую пустыню Каракум. И никто не учитывал, что над созданием этой породы столетиями трудились природа и человек. Перед самой Великой Отечественной войной в Туркменистане стали создаваться конные кавалерийские корпуса, которые участвовали в боях против фашистских полчищ. В народе ходят легенды о смелости на фронте туркменских воинов-джигитов. Для участия в параде Победы из большого количества прекрасных коней был выбран ахалтекинец. На этом коне маршал Жуков принимал парад Победы на Красной площади в Москве в 1945 году. Но ни всемирное признание и слава ахалтекинца, ни древнее искусство тренеров сеисов не смогли убрать угрозу полного исчезновения породы. Государству содержать породистых лошадей было экономически невыгодно, и хозяйство пыталось избавиться от них любым способом. О них страшно вспоминать, душа разрывается, и язык не поворачивается рассказывать вам об этом. Твоя ли участь, ахалтекинец, гордость и легенда многих народов? Не ты ли шел рядом с человеком всю его жизнь, выстояв вместе с народом во всех войнах, вынес вместе с нами все беды и был божеством красоты на праздник? Неужели наступил твой конец? Прости нас, ахалтекинец.
ахалтекинцы в беде. И пока бьются наши сердца, будет биться твое сердце, ахалтекинец. Тревога за судьбу ахалтекинца вылилась в последнюю надежду обратить на это внимание общественности и правительства. Коренной перелом в жизни и судьбе ахалтекинца произошел после выхода в 1986 году постановления Совета министров Туркменистана, категорически запрещающее сдавать породистых лошадей на мясо и разрешающее содержать коней в личной собственности. Постановление было подписано нашим нынешним президентом Сапармуратом Ниязовым, тогда председателем Совета министров. Новый конный пробег Ашабад-Москва 1988 года оповестил весь мир об освобождении и начале новой жизни туркменского скакуна. Сегодня центральную часть герба Туркменистана украшает профиль ахалтекинца. Указом президента Туркменистана в последнее воскресенье апреля ежегодно проходит праздник туркменского коня. Народ не предает друзей. И отдавая должное твоей преданности, ахалтекинец, мы соорудим монументальный барельеф, на котором будут изображены все этапы жизни ахалтекинца, с глубокой древности до наших дней. Коня, который вместе с народом творил его историю. Смотри, ахалтекинец, смотри, взошла твоя звезда, и мы верим, что она никогда не погаснет.